так получилось, что он уехал на север, суровый Колымский край. Колыма у всех у нас ассоциируется с Солженицыным, а с историей нашей России, матушки, самые непростые периоды ее жизни нашей страны. Но тем не менее, и даже вот в этом суровом климате Георгий Андреевич находил самые-самые яркие, самые-самые душещипательные мотивы и цветовые сочетания. Ведь на самом деле написать холод так, чтобы тебя дрожь пробирала, да, ну не всякому. А Георгию Андреевичу это удавалось. И вот вы знаете, хрестоматийная работа Георгия Андреевича, вот она представлена в нашем зале. 3 ребенка, эвенты, чуть я не знаю, потому что я в этом крае не разбираюсь, с собачкой сидят на санях, на нарах. И сколько тепла, и сколько любви через выражение лиц вот этих мальчонок передано Георгием Андреевичем. Обратите внимание, ведь, казалось бы, изначально суровый абсолютно климат, но там снег теплый, там теплый снег. Дальше собака суровая должна быть, ну там все, хаски, лайки, они же там должны быть суровые, там надо выживать. Так нет, добрая, совершенно добрая собачка сидит, и мальчишки с ней играют. То есть, казалось бы, суровая жизнь севера, но передана с такой любовью, с таким теплом. Это прежде всего характеризует Георгия Андреевича как человек абсолютно, который воспринимает этот мир через любовь. То есть, вот, как уже избитая фраза, я многократно ее повторяю, и я, наверное, буду ее повторять. Многие художники любят себя в искусстве, а Георгий Андреевич как раз в той категории, которая любит искусство в себе. Через любовь и творчество он показывает нам мир с лучших ее сторон. И Пресненская земля, где Георгий Андреевич родился, она дала нашему миру иметь покойного Виктора Ивановича Немченко. Вспомнил прекрасные пейзажи. И когда я сегодня проходил в очередной раз экспозиции, у меня где-то внутренне родилась какая-то... От имени нашего министра Константина Геннадьевича Яковлева, от имени всех работников культуры Чувашской Республики, культуры и искусства, и поздравить вас с открытием замечательной выставки в преддверии такой красивой, хорошей, достойной даты. Это юбилей, 80-летний юбилей, который мы скоро с вами будем все вместе отмечать. И это всем нам, всем пользователям нашего музея большой-большой подарок от вас в первую очередь. Большое вам спасибо за ваш труд, за вашу любовь к природе, к жизни в первую очередь, к тем людям, которые вас окружают. И, наверное, благодаря вам мы на самом деле видим вот эти вот все красоты крайнего севера, красоты родной, любимой чувашской земли. Мы очень рады, что вы у нас есть. Берегите себя, самое главное, не болейте. И разрешите зачитать вам благодарственное письмо от имени министра Константина Геннадьевича Яковлева. Уважаемый Георгий Андреевич, в преддверии вашего 80-летнего юбилея примите слова искренней благодарности и признательности за активный творческий труд, связавший в картинах и выставках родную Чувашию и крайний север. Ваше виртуозное владение художественными техниками масляной и акварельной живописи, графики и стамом по достоинству оценено специалистами и зрителями. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов и претворения в жизни намеченных планов и замыслов. Константин Геннадьевич Яковлев. Ищите вопросы. Я себя лично пожелать вам долголетия. Самое главное, не болейте, берегите себя и радуйте нас своим творчеством. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена Игнатьевна. Вы знаете, творческих союзов много. И в нашей республике существует 3 союза художников. Это Союз художников Чувашии, региональное отделение, Союз чувашских художников и Творческий союз художников. Я стою и, наверное, буду стоять на принципах, что настоящий художник, он как ребенок, он может быть во многих союзах. Я считаю, что то, что Георгий Андреевич является членом Союза чувашских художников,
не умаляет его творческого пыла, его любви к родине. И вот я сейчас с большим удовольствием хочу предоставить слово патриоту чувашского изобразительного искусства, не побоюсь этого слова, знатоку культуры чувашского народа, человека, который действительно в его произведениях чувствуешь, что он приверженность такого древнетюркского культурного пласта. Через что это он выражает? Через цвет, через недосказанность, может быть, через какие-то иные моменты. Но это. Сегодня состоится выставка Юрия Андреевича. Я говорю, я приду на выставку, приду я себе, настаиваю, потому что вот такой человек, он ценит себе. Не какой-то широкой души, вот какой-то, как есть у нас такие типы, поющие и не поющие, которым мы радуемся, которые хотят услышать. Кто-то из великих, по-моему, Лев Толстой сказал, ну, я так хорошо знаю. Человек, который не понимает и не хочет понимать природу, нельзя не пожалеть. Он, его душа, вся его работа. Они, эти работы, как бы, мне кажется, рассчитаны, чтобы для жителей, чтобы они висели рядом на квартирах, потому что по всей значимости, по своей теплоте, они на это рассчитаны. Я отдельно рассказывать не буду относительно ценности по той или иной работе. Ну, сирень, а сколько людей, каждый пишет сирень, вот когда его сирень посмотрит, это и вас такой сирень. Такой нежный, добрый, такой посмотрит. Так что надо ценить таких художников, таких людей, всегда пожелать добра, давать, пожать руку. Ну, я очень рад, Юрий Андреевич, вы чините это России, чините это в России. Нет, вот что я хочу поблагодарить директора, значит, он не является членом Союза художников России, а все равно вот где-то тоже из его слов я почувствовал, что его понимают, и разрешили выставляться здесь. Это как наши Петербургские галереи. Я очень благодарен. Ну, что еще сказать? Вот. Лучше подать ему руку, пожелать долгих лет жизни. Открыли выставку в стенах нашего музея, потрясающую выставку народных художников Чувашии Раисы Фоминичны Кирюкаловой. Я сейчас с большим удовольствием хочу предоставить слово. Раиса Фоминична, пожалуйста, вам слово. Я поближе к имениннику. Вчера мы говорили по телефону, он волновался, открывая эту выставку. Ну вот я зашла, Георгий Андреевич, такая теплота от работ веет, так тепло, так искренне, каждое полотно сделанное, маленькое и большое, никакого стеснения не должно быть. Вы столько вложили и мастерства, и интеллекта, и чувств в эти работы, что она, зрители будут испытывать чего? Меня душевить хочется. Юмор. Я говорю намеренно, я сама немножечко уже неполноценный слух, и поэтому намеренно говорю громко. Потому что впечатление я прошла по выставке очень хорошее. И все, что вот говорят, это очень искренне.
вспоминаются все годы нами прожитые. И наша школа, и наши педагоги, потому что нас учили так. И везде натура, нету выдумки, понимаете? И маленькое полотно, что называется маленькое вранье, большое полотно, большое вранье. Без особой какой-то такой эффектности, вот, что вот громкости сделал так, как чувствовал, как понимал. Вот за это тебе огромное спасибо. Я с удовольствием еще раз пройдусь по твоей выставке и поклонюсь многим-многим твоим работам. Истина одна. Это его творчество. А творчество у Георгия Андреевича мы уже видим высочайшего уровня. И в знак признательности нас, музейщиков, мы хотим подарить Георгию Андреевичу наш альбом. Альбом нашего музейного собрания. Как признание, наше признание ему в благодарность за то тепло, которое он дарит нашим музейщикам и прежде всего зрителям нашей республики. Спасибо. Куратором выставки Георгия Андреевича является заведующий отделом русского и зарубежного искусства нашего музея Лада Александровна Макарова. Человек, который с придыханием говорит о произведениях живописи. И я понимаю, какое удовольствие она получила, работая с этой экспозицией. И я с большим удовольствием хочу предоставить ей слово. Лада Александровна, пожалуйста. Куратор выставки Лада Александровна Макарова. Спасибо вам огромное. Я действительно, работая с вашей выставкой, получила огромное удовольствие. Вообще восторг, восхищение, все это пришло сразу же, с первой минуты. Как только мы начали с вами смотреть работы, отбирать, искать, что подойдет. Георгий Андреевич очень скромный человек, он стеснялся. Говорил, что многие вещи надо бы завершить, многие вещи не дотянуты до выставочного уровня. Но мы все равно взяли почти все. Вот. И, конечно, на самом деле работать с этюдами вот такого масштаба, малышки, да, вы их называете малышками. Малышки, маленькие этюды. Их, конечно, сложно было каким-то образом представить вот в таких обширных просторных залах, но тем не менее я думаю, что они очень достойно представляют ваше творчество и этюды рознь. Здесь есть этюды, которые могут поспорить звание законченной завершенной картины. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы собрали силами на эту выставку. Это сложно, тяжело, с возрастом. И я надеюсь, что ваш праздник сегодня состоялся. Надеюсь, что мы не подвели. Спасибо. Спасибо. Здоровья, долголетия. И хочу еще такую маленькую реплику в конце. Георгий Андреевич очень любит работу, очень огорчается, когда нет возможности по разным причинам, последние годы, наверное, здоровье, да, подводит, очень огорчается. Но как горят его глаза, сколько еще вдохновения в его душе, это, наверное, трудно не заметить. Спасибо вам. Кто в художественной школе, кто в художественном училище. Это было их основное место работы. А художником они являлись по призванию. Так вот, следующему оратору, я не знаю, как больше говорить. Она кандидат педагогических наук, она доцент кафедры живописи, она заслуженный работник образования, она мой педагог, она моя любимая педагог. Слово Нине Александровне Алимасовой. Нина Александровна, прошу вас. Невозможно не выступить, потому что выставка действительно очень
импонирует своей нежностью, тонкостью, чуткостью цвета, колористической такой вот завязкой. Я помню, в 1994 году мы вместе с Георгием вступали в Союз художников России в Москве. Он выставил работы, которые я узнала, я помню их с тех пор, которые здесь висят на этой выставке. Великолепные, тонкие по живописи работы. И я была поражена, что вдруг их не приняли. Он тогда не прошел в Союз художников. Я была крайне удивлена, это мне настолько запечатлелось в памяти. Я думала, но если такие работы не проходят, если за такие работы они понимают, что тогда можно выставить? Потому что здесь прежде всего культура цвета, тонкость, вот именно чувственность, любовь к природе, душа. И каждая работа написана вот именно сердцем. Не так вот раз-раз, тяп-тяп, а душой, с отдачей, с любовью. Это в каждой работе, в каждом наброске, в каждом рисунке чувствуется. Спасибо огромное за этот труд, за этот талант. И я вот поражаюсь, на выставке нет ярко-красных, оранжевых цветов, там, чтобы пестрела живопись такими цветами, а на душе тепло. А выставка очень теплая. Вот, наверное, вот эта душа, да, Георгия, он очень такой ранимый, очень нежный, вежливый, сам по себе, культурный очень, художник. И, наверное, вот это чувствуется в каждой работе. Я поздравляю, желаю крепкого здоровья и огромного счастливого творческого долголетия. Спасибо огромное. Племяннику Борису Гордеевичу слово. Я его даже перепутал вначале. Я родной племянник нашего Георгия Андреевича. Это мой родной дядя из большой семьи. Моя мама была старшей сестрой, а он младшим братом. После него еще не сын. Вот. Всем добром, что я в себе имею, мои двоюродные братья, сестры, и теперь уже внучатые племянники, которые почему-то не говорят дедушка Гера, они говорят дядя Гера. И они все, всем этим добром, что в нас есть, мы обязаны ему. Дело в том, что он с юных лет, когда мы росли маленькими, он нами занимался, находил время, и все племянники вдруг резко обиделись, когда он женился. Он меньше стал замечать нас и увидел своих детей. Но это было кратковременно, на такое время было. Вспоминаю тот период, было интересное время, когда я был мальчонкой, и они меня брали с собой. Он, его старший брат, и был Виктор Леонидович немцев тогда. И меня мальчонка, они всегда с собой брали, на этюды, и в деревню выезжали мы с ними. И было, они же все такие юмористы были. Помните, Виктор Леонидович какой он был? 16 января, как раз вот было бы день рождения. И было настолько весело с ними общаться, это было с шуткой, прибауткой. И еще эти старшие хитрецы поставили такие условия, что тот, кто последний встает из-за стола, тот и моет посуду. Вот в этом мужском обществе их трое, и я самый младший. И результат был какой? Они меня веселят, смешат, я там захлебываюсь со смеха, ну и, знаете, последний, опять я мою посуду. Так было постоянно. Народ был веселый, и самое интересное, выходили на этюды, и они мне дали маленькие этюдики. А что я еще умел? Они мне подсказывали. То смотрю, то один согнется надо мной, подправит, то Виктор Леонидович с другой стороны. Вот так. Ну, видишь, водичка же у нас рябью. Вот, любовь к природе, восхищаться рассветами и закатами, блеском воды, искрами огня в глазах людей. Вот это. Я в портретах, когда первый раз сначала у него, и потом Виктор Леонидович мне показал, как вот передать вот это. Смотришь, и человек живой на тебя смотрит. Глаза искрятся, добром и светом. И дело в том, что, конечно, и он еще поражает
стойкостью, жизнелюбием, настолько организованным человеком, это таких еще поискать, я даже равно просто не знаю, он как эталон. Понимаете, при той болезни, сахарный диабет, это тяжелая болезнь. Многие врачи в этом возрасте думают, что его уже нет, а он живой, вот он живет у нас. И мало того, он еще, знаете, его тайну открою. Школьные дневники у всех помните, да? И вот он в школьном дневнике регулярно записывает, какие препараты, когда принял, доза сахара какая, все. И только благодаря вот этой супер самоорганизованности мы сегодня его чествуем. Большое тебе спасибо за все доброе, что ты нам сделал. Что, дорогие друзья, наверное, каждый из нас мечтает иметь таких племянников. А сейчас вот еще одна родственница племянница скажет, и потом Раиса Фоминична вы. Поздравляю тебя, Вера. Знаешь, самое главное, что мы дожили до этого знаменательного дня. Потому что буквально перед этим он очень приболел, очень долго боролся с болезнью. Но мы отстояли. Но, знаете, вот кто уже просмотрел выставку, вы не заметили, что там есть картины, где показан Идрисовский лес. Водокачка, знаменитая. Она у него во многих картинах показана в разных вариантах. Но, знаете, для нас, для идрисовцев, это настолько тот край, где связано с нашей молодостью. Мы уже многие живем не в Идрисах, но часто туда приезжаем. И вот, если вот смотреть, сейчас ходить в лес, на опушку леса, ее нету, той, которая она была в молодости. Если вот вы видите водокачку, то ее тоже такой нету, первозданной, такой, какая она была в молодости, в детстве. И сейчас мы когда смотрели, я говорю, мы по этой дорожке шли, вот эту даму переходили, а там островочек, мы там купались. Это вот можно посмотреть сейчас только глядя в картины. И слава Богу, у нас у всех, в каждой семье есть каталог, где мы смотрим картины и вспоминаем свое детство, свою молодость. И вот я чувствую, как в этой двери. Вы знаете, у него сейчас есть работы, которые вот он нет-нет ставит и рисует. Вы обратили внимание, что есть картины, которые он нарисовал в 2018 году. Несмотря на возраст, он до сих пор пишет картины, потому что он творец. И он не только сам творец, он ведь заражает всех нас своим творчеством. У нас в каждой семье есть хоть один ребенок, который закончил или художественную или художественную школу, или художественное училище. В каждой семье. Это благодаря нашему дяде, который, просто через его картину, может быть, что-то просыпается. Я ему говорю, да нет, а я ведь тоже картину стала рисовать под старости. На пенсию вышла, стал картину рисовать. Гарик меня бы заразил. Но я, конечно, не так, я перерисовываю. Я не могу, как он. Вот чтобы посмотреть, у меня не получается. Потому что мне то холодно, то чего. А он, понимаете, вот эти картины он рисовал на севере. Там же минус 35, и надо передать вот этот мороз. И я вот иду, закутаюсь, ставлю палатку, костер разжигаю, чтобы краски не мерзли, чтобы мне передать вот это все. Понимаете, в таких условиях, но он рисовал картины. И большая благодарность тебе от всех нас, от племянников, от всех, что ты до сих пор творишь, несмотря на то, что у тебя нет условий никаких, ты творишь. А я хочу тебе прочитать стихотворение «Благодарность». Можно? Жизнь пролетает как мгновение, и, оглянувшись вдаль времен, мы смотрим на твои творения
переживая юность вновь. В них слышится журчание речки, весенние крылья соловья. Забилось вновь мое сердечко, остановились вдруг года. Вот тот лесок, где мы с любимым встречали весеннюю зарю. Вот водокачка, гуси бродят, а здесь мы видим детвору, играют, плещутся, смеются, и слышится издалека вдруг мамин голос ниоткуда. И юность в душу вновь пошла. Вновь оживают все страницы, страницы жизни, все родни. Мы их читаем по картинам, которые нам пишешь ты. Ты пишешь, сердцем согревая, и смотрит с них сквозь даль времен опушка леса, черноречка, сирень, березки под окном. Все в них родное, все знакомо, над ними не властвуем года, и мы опять как будто дома, в Эвресях. Вот пришла весна, журчат ручьи, и мы по лужам кораблики пускаем вновь. Бежим с друзьями на опушку, что пить березовый там сок. А здесь уж лето наступило, грибы и ягоды кругом, и нас как будто разморило. Сидим на поляне, венки плетем. Вот дядя Лена с тетей Зиной с корзинами полными грибов. Идут довольные, счастливые, как много нынче боровиков. Здесь сенокос, а вот рыбалка, там стадо тащится домой, а вот проказники козлята запрыгивают на забор. Жизнь пробивается сквозь краски, она не дремлет, а кипит, и завораживает взоры, и ты живешь, как будто в них. Спасибо, сотни раз спасибо за твой огромный светлый труд, за то, что даришь нам возможность к истокам детства вновь вернуть. Спасибо за такое теплое высказывание и за стих, в котором фраза прозвучала «И стадо тащится». И вдруг вспоминаешь свое детство, когда вот эту коровку-то тащишь, ведь надо на школьную дискотеку бежать, а корова тащится. Вот. То есть это все было на самом деле так. Раиса Ильич, пожалуйста. Наш человек, комнатная квартира, в одной дочке живет. Он пишет и сегодня, и вчера пишет. Обратите внимание, конечно, цифра 80 солидная. Никто не знает, когда мы там приедем. Может быть, обрадуйте его. Может быть, есть какая-то комната с хорошим окном, чтобы он не мучил свои глаза. Он говорит, я не вижу, отойти не могу. В комнате пишет вот эти вещи, которые должны. По-моему, это просто исключение, когда такой настоящий художник. Он по направлению от училища преподавать уехал. И одновременно, как это трудно, вы знаете, преподавать и заниматься жизнью. Он все сделал. И до сих пор не было и нет у него мастерской. Хотя бы маленький. Я смотрю, нет, не Лилия Федоровича, никого. Как бы это было хорошо. Сделали бы такой ему подарок. Ну, у нас тоже чиновник высокого ранга. Министерство культуры. Донесите это. Только донесите. Мне просто как-то вот, мне повезло, у меня все есть. Душа вот плачет. Человек такого характера, творчества, до самых, не знаю, наверное, последних дней он не бросит кисть. Дайте ему хотя бы хороших светляков. Я обещаю вам, Раиса Ильич, донести вот эту информацию до правления Союза художников. Нет, распределением занимается правление Союза художников, они там решают. Вот этот вопрос сам надо идти. Да. Но это, да, это такой рабочий момент, я вас услышал, Раиса Ильич. Спасибо за заботу. Я думаю, что все мы уже созрели и готовы выслушать самого юбиляра. Георгий Андреевич, вам слово, пожалуйста. Работа северная. Я недавно, в прошлом году, отвез Балашиху, там моя ученица.
А мама ее в Магадане, директор музея. Я чуть-чуть отвез туда. Там она важнее. В этом году она была. Северный вариант все там. А когда уже с севера возвращались, у нас было время перестроек. Появился Гайдай, все завод закрывают, все бегут. Контейнер несчастный, выбиваешь 7-8 картин, у тебя взятка, или что-нибудь вот так приходили с севера. Много-много пришлось отдавать, но они находятся многие сейчас в Магадане. И в частных собраниях. Ну, вот сейчас смотрю, жалко, что многих нет. Но сегодня для меня это очень большой праздник. Я не ожидал. Думаю, упаду сейчас. А то спасибо. Все родные лица, все такие ласковые, любимые. Многих знакомых я уже знаю со школьной скамьи, со студенческой. Эти девчонки вот сидят, смотрят. Это бывшие красавицы. Столько мальчишек и за них тратить. Ну, в общем, желаю всему коллективу творческих успехов, здоровья и мирного неба. Будьте здоровы.